О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Якутск готовится к началу нового учебного года. В отремонтированном здании 16-й школы имени Сергея Черных будут учиться около 1200 ребят. Как продвигается ремонт? Запись в первые классы в столичных школах продолжается. На втором этапе зачисления свои места за партами могут получить дети, родители которых выбирают школу не по месту жительства. Специальная военная операция глазами самих военнослужащих. В якутском постпредстве в Москве появилась выставка под названием «Битва за Авдеевку». Знаете ли вы, что светофоры не просто незаменимый элемент дорожного движения, но и повод для ежегодного праздника? Международный день светофора отмечают по всему миру, и Якутск не исключение. Путь Росомахи в Якутске подходит к завершению смена по туристической и военно-спортивной подготовке на базе детского лагеря «Радуга». Расскажем подробности. Более 14 тысяч ипотечных кредитов выдано по программе «Сельская ипотека» в России в этом году, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рост востребованности программы, по мнению представителей Минсельхоза, связан с расширением в середине прошедшего года целей кредитования на приобретение квартир в опорных населенных пунктах и увеличением в 2 раза максимального размера кредита с 3 до 6 миллионов рублей, а также с желанием граждан воспользоваться льготными ставками на фоне повышения ставки Центробанка. В столице региона готовится к вводу новый учебный корпус кадетской школы с интернатом, который был построен по нацпроекту образования. Общая строительная готовность 98%. Осталась пусконаладка инженерных коммуникаций и расстановка оборудования. Корпус откроется уже в начале учебного года. В школе обучаются 140 кадетов с 7 по 11 классы со всей республики. Для поступления ребята проходят определенный отбор. С открытием нового учебного корпуса планируют увеличить количество обучающихся, а также открыть набор с 5 класса. Опубликован список первых зачисленных в СФФУ на основе конкурсного места по программе бакалавриата специалитета. Всего в списке 2400 человек, из которых 357 будут обучаться заочно. Также в ВУЗе напомнили, что информация о зачислении должна быть доступна в личном кабинете госуслуг или же абитуриента СФФУ. Напомним, что в головной вуз документы подали более 4800 человек. Еще 500 решили поступить в филиалы университета. Но Якутск готовится к началу нового учебного года. В отремонтированном здании 16-й школы имени Сергея Черных будут учиться около 1200 ребят. Из них 114 впервые переступят порог школы. Всего откроют 42 класса. Как продвигается ремонт школы, расскажет Вероника Таюрская. Менее чем через месяц школьники снова сядут за парты и будут грызть гранит науки. Учащиеся 16-й школы города Якутска будут учиться в отремонтированном здании. В настоящее время в школе завершен косметический ремонт, доставлено новое оборудование. Полностью обновлен кабинет психолога. Ремонтируют и крышу спортивного зала. Ремонт на крыше ведется активно. До открытия учебного года у нас все закончится. И мы надеемся, что все будет хорошо. Больше так протекать у нас ничего не будет. И поэтому мы хотели поблагодарить Управление образования за то, что они нам помогли с ремонтом крыши. Особенно, конечно, Марию Петровну Петрову. Самой настоящей головной болью учеников, родителей и всего педагогического состава называют спортивный зал школы, который не предназначен для проведения занятий по физкультуре. При дожде или при сходе снега крыша протекала, тем самым доставляя неудобства. Так как зал у нас это приспособленное помещение, значит, под спортивный зал, крыша у нас довольно давно уже протекает, мы своими силами ее ремонтировали, но проблема была глубже именно в проектировке крыши. Нужно было менять полностью конструкцию, чтобы она была чтобы саму конструкцию изменить, чтобы вода правильно уходила, значит, чтобы по водостокам правильно тоже вода не скапливалась на крыше здания. Вот в этом году, благодаря ремонту, значит, мы, надеюсь, эту проблему устраним.
Работы планируют завершить и до конца лета, чтобы дети начали учебный год в обновленном здании. Вероника Таверская, Семен Семенов, Якутск. Как уже было отмечено, не за горами начало нового учебного года. Тем не менее, запись в первые классы в столичных школах продолжается. На втором этапе зачисления свои места за партами могут получить дети, родители которых выбирают школу не по месту жительства. Как подать документы родителям и кто может рассчитывать на поступление в этом году, знает Надежда Саханская. Второй этап зачисления стартовал еще 6 июля и продлится до начала осени. За это время родители имеют право отправить заявление через портал госуслуг или лично принести документы в школы, где есть свободные места, так как во втором потоке приема документов не требуется место регистрации ребенка. На сегодня в 30 школах Якутска имеется 500 свободных мест, а в столичные школы, между тем, уже зачислено около 5000 детей. По завершению первого этапа было зачислено 4398 детей. На сегодняшний день зачислено 4090 детей. В связи с нехваткой в коррекционных школах, мест в коррекционных школах, средние общеобразовательные школы ежегодно открывают коррекционные классы. В этом году коррекционные классы открылись в 26-й, 30-й и Мархинской школе номер 1. Можно подать заявление на оставшиеся места. Места остались только на окраинах и пригородных школах. Помимо открытия коррекционных классов для особенных детей, в республике учитывают еще и региональный компонент. Например, в школе номер 29 в будущем учебном году появятся классы, где преподавание будет вестись на якутском языке. В этом году в нашей школе мы открыли 6 первых классов, один из них якутский класс обязательно. Так как мы открываем 6 классов, учителя все есть, все готовы, прошли курсы по единым требованиям. На втором этапе детей зачисляют на свободные места в порядке очередности, поэтому дата подачи заявления в этом случае имеет значение. Однако немаловажный фактор для принятия ребенка в школу – наличие братьев и сестер, которые уже обучаются в образовательном учреждении. Важная и волнующая пора начнется в сентябре для Айко Атласовой. В этой школе учатся мои 3 детей. Все нормально, но хорошисты. Волнуемся. У меня каждый год первоклассники. Вот. На все, все подготовились нормально. Еще один момент. Льготы при зачислении детей на втором этапе не действуют. Все места распределяются строго по очереди, без учета привилегий. А вот детей не по месту прописки будут принимать на свободные места вплоть до 5 сентября, где приказ о зачислении школа сформирует в течение 5 рабочих дней после передачи оригиналов документов. Так что родителям будущих первоклассников следует набраться терпения и готовиться к предстоящему учебному году. Надежда Саханская, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. В Якутии за 7 месяцев родились более 6000 малышей. В июле текущего года в Якутии родился 951 ребенок, 480 мальчиков и 471 девочка. По данным управления ЗАГС, популярными в июле у мальчиков стали имена Максим, Айдын, Артур, Лев, Николай и Тимофей. В списке редких и необычных имен мальчиков Атом, Елисей, Лука, Ростислав, Соломон, Юлиан. Популярными именами девочек в июле стали Мия, Аяна, Карели, Милана, Полина и София. В списке редких необычных имен Ада, Илана, Мира, Ника, Урсула, Есения. Пункт проката технических средств реабилитации работает в Нерюнгри. Соцслужба развивается так, чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями здоровья непрерывность обслуживания. Пункт проката – это место, где можно получить во временное пользование необходимые устройства и приспособления за небольшую стоимость услуг. Такой возможностью могут воспользоваться люди, которые нуждаются в соцобслуживании, в том числе в услугах по уходу, также имеющие инвалидность и люди со временными ограничениями, не получающие услуги по уходу. Для инвалидов необходима справочка МСЭ, индивидуальная программа реабилитации, паспорт и документ, подтверждающий регистрацию на территории Республики Саха-Якутия. Для людей иных категорий это пожилые граждане и люди, которым необходимо по медицинским показаниям, необходим только паспорт, прописка на территории республики и медицинская справка, которая подтверждает необходимость технического средства реабилитации.
информации. Получить данную услугу можно в приемное время в управлении соцзащиты. Это понедельник, вторник и четверг с 9 до 17, а в третьем окошке клиентской. Второй этап программы «Школы общественной дипломатии», которая посвящена коренным малочисленным народам России, проходит в Якутске. Основная цель – обучить новое поколение представителей малочисленных народов взаимодействовать с органами власти. Данный проект является платформой для развития важных навыков, лидерских качеств и получения опыта проектной деятельности. На втором этапе со всех уголков России съехались порядка 30 молодых лидеров, которые представляют свою национальность. Участники посетят различные дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы, а также ознакомятся с национальной политикой и защитой прав коренных народов. Федеральное агентство по делам национальности Российской Федерации выбрало Республику Саха-Якутия как площадку для проведения образовательной программы для молодых людей разных коренных малочисленных народов Севера, для того, чтобы непосредственно пройти образовательную программу. Сегодня здесь представлено достаточно большое количество представителей разных национальностей. Они как обменяются непосредственно своими проектами, так и ознакомятся с теми, как реализуется государственная политика в области коренных малочисленных народов Севера на территории Республики Саха-Якутия. Экстремизм и терроризм в любых формах превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в 21 столетие. Проблема противодействия терроризму и экстремизму – это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне. Минмолодежи Якутии вместе с сотрудниками правоохранительных органов и психологами выпустили сборник методических рекомендаций, которые сегодня презентовали на уровне правительства республики. Сборник включает 6 глав, куда включены основные рекомендации по противодействию, профилактике терроризма и экстремизму, а также привитию традиционных ценностей, противостоящих идеологии этих преступлений. Актуальность и необходимость выпуска подобного справочника, она обоснована жизнью и необходима, в общем-то, всем нашим жителям, всему нашему населению, чтобы обезопасить себя, обезопасить окружение, обезопасить те предприятия, организации, где работают, то есть от конкретного человека, если он вооружен определенными, знаниями, навыками. Специальная военная операция глазами самих военнослужащих. В якутском постпредстве в Москве появилась выставка под названием «Битва за Авдеевку». Автор – документалист Митя Сергеев. На представленных фотографиях бойцы, которые находятся на линии соприкосновения, их будни и реалии. Проект родился 1,5 года назад при поддержке Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». Экспозиция постоянно дополняется новыми снимками. Яркие работы выставлял в столичных вузах, а также в различных госучреждениях. Мы отобрали ряд фотографий, которые наиболее ярко показывают то, что происходит на войне, наиболее ярко показывают, насколько тяжелая боевая работа у наших ребят. И вот это мы хотим донести, потому что до сих пор, к сожалению, многие еще пока не понимают, что происходит там, в зоне боевого соприкосновения. Знаете ли вы, что светофоры не просто незаменимый элемент дорожного движения, но и повод для ежегодного праздника? Международный день светофора отмечают по всему миру, и Якутск не исключение. Почему многие считают, количество светофоров в городе должно быть меньше? Или где был в Якутске установлен первый светофор? Ответы в сюжете Дарьи Короленковой. Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. О важности светофора мы задумываемся только тогда, когда он выходит из строя. Движение замирает, на дорогах воцаряется хаос. Но стоит только вернуться зеленому цвету, как мы понимаем, без светофора в городе никак. Именно это осознание и привело к празднованию Международного дня светофора. Светофоры и пешеходные переходы очень нужны, тем более нам, пешеходам, потому что перейти дорогу не в том месте может произойти ДТП, и не только. Вообще нужно правила соблюдать, потому что еще в летнее время очень много машин, и поэтому нужно соблюдать правила дорожного движения. Они везде нужны, как без них-то? А то у нас эти сумасшедшие самокатчики ездят. Светофоры обязательно, как без него. Даже просто вот эти вот нерегулируемые, есть же пешеходы. Тоже надо обязательно спешиться.
Как оказалось, не все считают, что большое количество светофоров – это показатель безопасности. Я сам живу в Камбодже, и в Камбодже, в Вьетнаме этого почти нету. И здесь вот движение идет очень медленнее. И даже этот пацан, который за рулем, он не очень смотрит, потому что он привык к светофоров. А если ты просто катаешься и ты должен смотреть вокруг, ты побыстрее пойдешь, и ты уже умный. Только движение уничтожает. Реально, я могу посмотреть, как в Европе, как в России, как в Азии. Сам уже катался по 60 странах. Самое лучшее в Азии. Потому как все основные пробки по городу, на мой взгляд, происходят именно из-за светофоров. Короткий такт, невнимательность водителей. Для примера посмотреть на другие города, там гораздо меньше, в разы меньше светофоров. В некоторых случаях абсолютно, отсутствует в некоторых городах. В нашем городе действует более 140 светофорных объектов, каждый из которых устанавливается по решению комиссии по безопасности дорожного движения после тщательного анализа аварийности. Продолжительность сигнала определяется интенсивностью движения, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность. 2 года назад в экспериментальном порядке были установлены светодиодные светофорные объекты. На улице Дзержинского, это в районе столичного рынка, где была концентрация дорожно-транспортных происшествий. И такой эксперимент показал положительный результат, и теперь такие светофоры будут установлены в городе, скажем так, во всех перекрестках. Кстати, первый якутский светофор появился в 1957 году на участке Октябрьского и Ярославского. Подвешивался он не на столбах, а на растяжках прямо над центром участка и имел выносной пульт с механическим приводом управления. Светофоры должны способствовать улучшению общего уровня культуры вождения и дисциплины на дорогах и научить участников дорожного движения уважать правила и друг друга, способствуя созданию более безопасной и комфортной среды для всех. Дарья Короленкова, Элита Махно, Якутск. Путь Росомахи в Якутске подходит к завершению. Смена по туристической и военно-спортивной подготовке на базе детского лагеря «Радуга». Начиная с 1 августа дети посетили военно-патриотические, спортивные и культурные мероприятия. Одним из таких стала встреча с подразделениями МВД. Подробности в сюжете. Можно переходить. Молодцы. А еще есть светодиодные. Кто-нибудь видел? Знание правил безопасного дорожного движения – один из важнейших навыков для каждого человека. Сотрудники ГИБДД в игровом формате объяснили воспитанникам лагеря главные правила ПДД. Непосредственно от Министерства внутренних дел приняло участие 6 подразделений, а именно это отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции, подразделение по делам несовершеннолетних и управление по контролю за оборотом наркотиков. Непосредственно данные 2 подразделения проводят с детьми занятия профилактические по профилактике правонарушений преступления, а также вреде наркотикам. Также сегодня представители дорожно-патрульной службы госавтоинспекции ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, которые проведут мастер-класс, в том числе вместе с ними примут участие подразделения экспертно-академического центра и оперативно-розыскная часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите. Помимо этого, воспитанники лагеря увидели в действии работу полицейских собак. Дрессированные четвероногие среди нескольких сумок искали ту, в которой специально было запрятано запрещенное вещество. Видимо, задача нашей собаки найти, где из этих сумок находятся те самые запрещенные вещества. Если он... Давайте поаплодируем. Умница. 140 воспитанников смены с увлечением проходили станцию за станцией, узнавая что-то новое для себя. Первый раз в этом лагере военно-патриотическом. Очень интересно, очень классно, много чему учат. Очень много военной подготовки, и очень интересно всего. Владение оружием, разминирование взрывчатых веществ, оказание первой медицинской помощи. Я думаю, нас хорошо к этому подготовили и сейчас готовят. Думаю, сложно не будет, мы столько прошли здесь. Было очень много интересных личностей, даже ветераны были. Все очень круто было. Да, я готов.
Ну, я думаю, то, что мы там будем палатки ставить, будем типа оказывать кому-то первую помощь. Главная цель сотрудников – ознакомить детей не только с законами и правилами, но также со своей деятельностью. Впереди у воспитанников военно-туристического лагеря «Путь Росомахи» испытания по ориентированию в экстремальных условиях, которые проверят их навыки. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Многодетная семья Василия и Елены Соловьевых из Улахан-Чистайского национального наследия Момского района победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья хранитель традиций». В семье Соловьевых воспитывают 5 детей: Уруйдана, Владимир, Леонид, Глафира и Иван. Они коренные оленеводы с активной жизненной позицией. В 2013 году организовали кочевую родовую общину «Эрикит», 1300 голов оленей. Активные участники всех наследственных, районных, республиканских, а также всероссийских мероприятий, являются постоянными спонсорами детских и благотворительных акций. Закрылась вторая смена детского оздоровительного лагеря «Мужество». Сотни юных нерюнгринцев провели незабываемые каникулы. Подробности в сюжете. Ребята из 14 отрядов с утра и до вечера весело и динамично смогли провести летние дни благодаря заботливым и креативным воспитателям и вожатым. Кроме того, дети нашли себе новых друзей, узнали много нового, смогли проявить себя в разных сферах. Мне нравятся очень сильно вожатые, они здесь добрые, каждый раз завлекают детей. Больше всего из мероприятий люблю это закрытие и открытие, потому что на закрытие и открытие это мороженки и шоколадки, а это самое вкусное. Также я люблю танцевать на сцене, в мероприятиях в основном участвовать. Вообще здесь вообще нравится. Было очень классно, очень комфортно, комфортные вожатые, милые, добрые. Я нашла хорошую подругу Лизу Чепрову. Вот. Она прям моя лучшая подруга теперь. Очень буду скучать по мужеству. Первая лагерная смена была посвящена славянской культуре. Вторая разработана в соответствии с российским движением детей и молодежи «Движение первых». Сегодня состоялось ее закрытие. Вожатые подготовили масштабный спектакль. Мы вдохновились фильмом «Артек. Большое путешествие», где ребята загадывают желания и попадают в советское прошлое. Вот мы сделали то же самое, только с нашим лагерем. У нас вожатые загадали желания, неправильно их сформулировали, и их занесло в самый первый день работы лагеря «Мужество». Вот на этом у нас строится весь сюжет. В этот спектакль были включены местные лагерные легенды и истории. Участниками представления стали вожатые, воспитатели и сами дети. Прощаясь с лагерем, многие отдыхающие пообещали вернуться сюда в следующем году. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Такие наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.